Таштыбский Тесла или хакасский Кулибин. В Таштыбском профессиональном училище преподаватель по дорожному вождению собрал автомобильный двигатель в разрезе и завел его с помощью электричества. А все для того, чтобы студенты получали знания не только в теории. Своей методикой изобретательный наставник поделился с Марией Добрыниной. Подается выпрямительный блок 220 вольт, выход 12 вольт. Давай, Леня, включаем. Это устройство не только чудо инженерной мысли, но и замечательный пример того, когда за дело берется педагог не по профессии, а по призванию. Артур Михайлович Баргаяков имеет свой особый подход к обучению студентов, и его главное убеждение, что на одной теории вырастить высококлассного специалиста просто невозможно. Поэтому в классе водителей демонстрационный двигатель решили запустить прямо в разрезе. Теперь детали мотора ВАЗ-2106 работают как при реальном движении. 2,5 месяца примерно, всю осень, можно сказать, считать. Там и выходные прихватывали. Идея пришла, как бы сказать, чтобы было понятливо ребятам, как внутри все работает. А на плакатах, что там, только рисунки посмотрят и все. А дети уже не увидят, уже заинтересованы становятся в этом. Главным конструктором выступил сам Артур Михайлович. Всю работу вместе с ребятами делал во внеурочное время и, так сказать, на общественных началах. Признается, пришлось помучиться. Для приводов модифицировали выпрямительный блок. Для преобразования напряжения тока немного повозились с цилиндрами. Тут тоже загвоздка такая. Здесь в каждом цилиндре от разного автомобиля. В данный момент здесь от пятерочного поршень. Так, здесь от девятки. Здесь от Тойоты. Ну а тут от пятерки. Днище поршня, к примеру, тойотовский, в общем, днище такое, так, с углублениями, или пятерочные с углублениями, а другие от шестерки, так они, площадь днища ровненькая, вот чтобы они друг от друга отличали. В Хакасии во всех технических колледжах и училищах подобного двигателя не найдешь. Это единственный экземпляр. Как и многие другие автомобильные системы, которые были созданы из доступных запчастей и расходных материалов в простом учебном кабинете. Например, имитация системы зажигания ГАЗ-53. 154, 263, 78. Это сейчас что вы назвали? Порядок работы цилиндров, подачи искры в цилиндре. Можно, получается, сразу в наглядном виде, как это все работает. А так, когда все стоит, просто ничего не сморгает, так и непонятно. А преподаватель строгий у вас? Да. То есть просто так местами есть так. Да. Если права перепутаны, неправильно поставили, то, значит, они не смогут довести двигатель, так? То есть вы специально можете им перепутать провода? Обязательно, да. Это у вас такой экзамен, Конечно. да? Или вот на крышке прерывателя распределителя. И вот они должны, в общем-то, все это разобрать и установить. Сдают экзамены с первого раза в Таштыбском профучилище порядка 80% учеников. Это достойный показатель для сельской глубинки. Они даже как бы прибегают, сразу смотрят, как и что, они же друг с другом разговаривают. И вот главное, чтобы заинтересовать ребят. Впереди у ребят экзамены, а потом у кого-то институт, у кого работа. А у Артура Михайловича целых 2 месяца, чтобы к новому учебному году собрать новый агрегат. Какой? Пока секрет. Мария Добрынина, Владислав Пустовойт, Вести Хакасия.